свободной экономической зоне Бишкека уже второй месяц работает кыргызско-германская компания по производству солнечных батарей. Солнечные модули с энергией 30 мегаватт на основе моно- и поликремниевых ячеек изготавливаются по немецким технологиям. Отметим, такой завод из всех стран СНГ работает только в Кыргызстане. Наша продукция проходит сертификацию в Германии. Вот я думаю, что через некоторое время мы получим немецкий сертификат качества, и тогда уже спокойно можем продавать нашу продукцию в страны Европы, Западной Европы. То есть качество у нас, можно сказать, что будет соответствовать мировым стандартам. Предприятие только за час выпускает по 16 панелей. Начальный капитал завода составил $10 миллионов. Работа обеспечена более 40 кыргызстанцев, которые успешно прошли обучение по курсам технологии. Для них важна каждая мельчайшая деталь при соединении электрических линий. Нам приходит панель, мы должны визуально осмотреть ее, то есть есть ли какие-то нарушения. Это может быть трещина, если слегка сдвинуты, значит мы тогда отмечаем и отправляем на реставрацию. Когда к нам пришла панель, мы, значит, закрепляем, это называется цели, соединяем их, чтобы они не двигались. И потом спаиваем контакты. Вот это рибаны проходят, мы становим на широкие вот эти. Вот, смотрим, что здесь все нормально. На сегодняшний день мы можем смело сказать, что нас объединяет общее устремление и сохранение. Кыргызстан и Германию связывают многие годы сотрудничества. Доказательством тому служит ряд совместных проектов, реализующихся в нашей стране. И встреча предпринимателей двух государств далеко не первая. Второй день этого форума с участием 50 членов делегации стал презентационным. Немецкие предприниматели продемонстрировали кыргызским коллегам новые продукты и решения в части сельского хозяйства и энергетики. Один из бизнесменов ФРГ в течение 8 лет поставляет на наш рынок весь спектр техники сельскохозяйственного предназначения. Только в 2016 году его доход от продажи составил $5 миллионов. В этом году предприниматель планирует увеличить объем поставок в 2 раза. Мы можем финансировать наши продукты через линии киргизского правительства, например, за 6% через Айлбанк, 6% годовых. И предлагаем здесь всем фермерам техники, тем, которые желают маленькая техника, то есть предложение у нас. Но профессиональные фермеры, которые имеют желание обработать большую площадь, для этих тоже самые современные техники в мире мы можем предлагать. В 2015 году объем товарооборота между двумя странами составил $64 миллиона, что на 37% ниже в сравнении с прошлым годом. Впредь Кыргызстану следует расширить сотрудничество с инвесторами, отмечают экономисты. То, что сейчас проходят дни германской экономики в Кыргызстане, второй раз для нас важно то, что приехало около 35 потенциальных инвесторов. Даже мы знаем, что сегодня 1-2 человека уже заинтересовались реальными проектами. Если говорить о свободной экономической зоне Бишкек, то основная цель этой экономической зоны для Кыргызстана – это привлечение технологий, производств. Потому что у нас в договорах при инвестировании имеется такой пункт, что там более 70-80% людей должны работать местное население. За 25 лет сотрудничества Германия вложила на развитие разных отраслей Кыргызстана $275 миллионов. Половина в виде грантов, а вторая часть в виде кредитования. Как признают инвесторы, Кыргызстан, в отличие от соседей, благодаря своими богатыми природными ресурсами, отлично подходит для их проектов. Данный форум проходит по личному поручению канцлера ФРГ Ангелы Меркель в рамках договоренности с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым по итогам встречи лидеров двух стран в Бишкеке в июле прошлого года и в Мюнхене в феврале 2017 года. Айгерим Бараканова, Джанадиля Абубакирулу, ЛТР, Бишкек.